Слова благодарности и похвалы, пожелания успехов и достижения новых высот. В этот день все лучшее было адресовано виновникам торжества. Победители и призеры школьных олимпиад, различных соревнований, творческих состязаний, участники конкурсов педагогического мастерства и все те, кто вносит свою частичку во вклад развития образовательной системы города, получили почетные грамоты, благодарственные письма, а вместе с ним слова напутствия из уст уважаемых лиц Сибая. Хочу приветствовать тех, кто ищет, кто впереди, кто идет к победе, и только эти люди смогут одержать победу в трудную минуту и в бою, и в труде. Желаю успехов! В этот день заслуженные награды за старание и кропотливую работу получили 16 победителей и призеров республиканских олимпиад, 12 участников Гагаринской олимпиады. Особенно успешным и богатым на участие в творческих конкурсах учебный год выдался для коллектива ансамбля «Гульдар». В этом году он достойно защитил звание образцового. В настоящее время свои хореографические способности здесь развивает более 140 детей в возрасте от 4 до 15 лет. В 2014-2015 годы оказались для нас очень плодотворными. У нас были две такие большие поездки. Выезжала средняя группа ансамбля, старшая группа. Средняя группа ансамбля побывала на международном конкурсе в Болгарии, где член жюри Деревягин, заслуженный артист России, предсказал нам большое будущее. Дети хорошо отвыступали, показали себя с лучшей стороны. Недавно мы вернулись со старшей группы с конкурса Санкт-Петербурга, где дети тоже показали себя с лучшей стороны. Запомнится уходящий учебный год и участникам трио «Мечта» школы номер 12. Мы представляем 12-ю школу. Наш преподаватель – это всеми любимая Юлия Равкатовна. Это, наверное, самый лучший учитель музыки, которого мы когда-либо видели. Конкурс назывался «Весенняя капель». Вначале это было между школами, потом между областями, а потом был республиканский конкурс. Мы и везде заняли первое место, получается, у нас. Будем дальше еще выше идти, везде получать места, стараться, естественно. Все достижения детей – заслуга как самих ребят, так и педагогов, вкладывающих много сил и стараний в учеников. Благодаря их трудолюбию, ответственному отношению к своей работе, честь нашего города с достоинством защищается как в республике, так и во всей стране. Не остались без должного внимания и ветераны педагогического труда, сделавшие в свое время многое для развития системы образования. Ни у кого не возникло сомнений, что одаренные дети, как паруса, ведут свой путь в надежное будущее. Об этом свидетельствовала и выставка ручных работ, подготовленная воспитанниками учреждений дополнительного образования. Яркость, оригинальность их выполнения работ никого не оставила равнодушным. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гулина Раскильдина, телекомпания СТВ.